другое, про информационные вещи. Вот мы здесь красные линии нарисуем. А вот, например, последняя история из Киргизии меня очень впечатлила, да? О том, что, значит, должны были показать 3 фильма там в кинотеатре, да? «Донбасс, окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек». Значит, американские НКО, которые работают в Киргизии, обратились, в этот киноцентр, говорят, не надо показывать, мы против. Ну, тогда не будем, говорят они. Все, снимают. Дальше, в парламенте депутат обращается к министру культуры, говорит, что за дела-то? Не, конечно, мы выдаем прокатное удостоверение, выдает министр, и через 3 дня, сегодня под утро, отзывает с формулировкой о том, что, во-первых, у Киргизии нейтралитет, а во-вторых, вы понимаете, в военных фильмах есть сцены насилия. У меня есть эта бумага-то. Там написано... Мы не можем, там сцены насилия. В Киргизии много может задать вопросов, но у меня вообще вопрос ко всем странам ОДКБ. У меня также большой вопрос, но мы Дмитрию не дали договорить, сейчас Дмитрий завершит мысль. Но у меня такой серьезный вопрос. Вот, например, очевидно, что было бы здорово, мы же видим, да, как идут бесконечные поставки всего чего угодно. А вот в качестве жеста доброй воли, например, мы можем получить что-то от ОДКБ. Не то, что нам это надо, но как символ, что они взяли и отправили нам. Или, например, Китай и Индия могут нам взять сейчас и поставить в большом количестве, скажем, гражданские беспилотники и тепловизоры. В большом количестве. Просто как жест доброй воли. За деньги. Просто чтобы показать что-то. Но отдельно, конечно, большой вопрос к ОДКБ и к нашим союзникам. То есть, когда вас спасать, Россия, а когда самим предложить. И, кстати, меня еще, знаешь, что удивляет? Дим, прости, пожалуйста. Меня еще удивляет наглость и абсолютное беспамятство. Требования, например, украинской стороны, они там попытались провести в Армении, они попытались провести, украинские беженцы, акцию против России. Вышли очень крепкие ребята и вежливо сказали: а вы забыли, что ваша страна вытворяла и какую сторону вы заняли во время Карабахской трагедии? Забыли? И те как-то так вдруг, ой, да, что, вот. Вот это украинское беспамятство, она же за шо, оно, конечно, достигает своего предела. А Киргизия, видно, Киргизия не дорожит отношениями с Россией. Нейтральные позиции, сколько здесь работает киргизов? Нейтральные позиции, говорите, сколько денег идет из России в Киргизию? Я провел эти красные линии, они не связаны с тем, с да, но это совсем другие красные линии. Просто за Киргизией будет другая, третья, четвертая. Нам сейчас важно с оружием разобраться. Будем сейчас распылять внимание на все, потеряем фокус. Здесь вот сейчас надо четко, ясно концентрироваться именно на этом. А то мы, знаете, до Галкиных дойдем. Да. Будем